Всем привет еще раз. Мы собрались в музей кошек Мурариум. Вот сейчас стоим, переходим дорогу около кирхи. Тоже примечательное довольно-таки место. Но наша цель сейчас не она. Наша цель Мурариум. В водонапорной башне музей находится. И это водонапорная башня Кранца. То есть самого этого города немецкого. Она раньше работала, служила ему. Но потом, конечно, она перестала функционировать. Эта башня. На какое-то время ее забросили. И потом отдали под музей кошек. И там есть смотровая площадка наверху. И все этажи башни заняты музеем. Вот она виднеется вдалеке. Сейчас мы подойдем уже поближе. И зайдем внутрь. Вот так вот на улочках Зеленоградска все происходит. Тут можно пройти вот через сюда. Нет, там нет. Есть. С той стороны есть выход? Ну да, вот там вот проход есть. Кирха. Спасо-Преображенский собор. Тут домик ангелов. Нет, мы потом пойдем. Может, завтра утром. Хорошо, без тебя. Домик ангелов. Там вот ресторан «Уксус» с той стороны. И там дальше вот башня. Водонапорная. Это отель. Отель. В котором мы жили, помнишь? Геркулес, да. Где мы жили. Вот это ресторан отеля «Геркулес». Вот. Тут большой надутый ангел стоит. Вот что-то делают, ремонтируют. Вот он, ангел. А мы идем туда. Дальше. От Геркулеса. Так, а здесь-то не пройти, да? Я куку. Ладно, здесь обойдем. Как всегда. Умный в гору не пойдет, умный Карина. Карина, как всегда, решила обойти гору. Ну, мы прогуляемся, зато посмотрим задворки города-курорта Зеленоградск. Узнаем, как живут жители во дворах. Вот есть старые немецкие дома такие, видите? Еще даже давно уже не реставрированные, старющие. Там вот туи растут за забором. А мы туда. Холодно. К вечеру начала прижимать, конечно. Завтра обещают плюс 9. А в Калининграде плюс 11 обещают. А здесь сейчас, конечно, прохладно. Ничего не скажешь. Вот мы уже обходим это все место. Сейчас подойдем поближе. Вот так. Вот она, эта башня. Огромная. Нет. Почему? Ну какое тебе мороженое сейчас? Так Не мешай снимать, пожалуйста. Идем. Вот она какая башня. Водонапорная. Представляете, раньше строили, да, такие башни, чтобы обеспечивать. Вон музей скелетов. Там скелет стоит такой великолепный. Тут вот мотоцикл. И мы идем внутрь музея кошек Мурариум. Вот. Колокольчик такой.
И вот. Мария. Здрасте. Здравствуйте. А для ребенка? 13. Нет. Ну да, есть. Ох, нужно достать мой паспорт. Сколько на троих в итоге? Ага. Пожалуйста, сохраняйте ваш чек, он является билетом, но обязательно будут проверять. Ваша сдача. Сейчас вы вместе следуете на 6-й этаж, смотрите на город сверху, потом спускаетесь в комнату, будете осматривать всю нашу коллекцию. В музее разрешена фото-видеосъемка, чек сохраняйте, пожалуйста, он является билетом. Вызывайте лифт, приятного просмотра вам. Спасибо. Лифт? В лифте на 6-й этаж. А мы пешочком. Пожалуйста, проезжайте в лифте на 6-й этаж. Мне нельзя в лифте Между ездить? 5-м и 6-м нет входа, у нас смотровая только в лифте проезд. Нет, нет ну возможности. тогда ты не поднимешься, я поднимусь. Я просто не... Поднимитесь до 5-го, потом тогда спуститесь. Да. Пожалуйста, вот это ваша сдача. Все, уже не нужно, я вам посчитала. Я просто удостоверила, что у вас документы с собой есть. Спасибо вам. Вот этот чек себе возьмите, пожалуйста, с молодым человеком, сейчас на 6-й этаж подниматься. Давай тогда мы с Максимом наверх поедем на смотровую. Приезжайте. А вот тут смотрите-ка, есть кое-кто. Есть тут кто и кто. Привет. Лапка у тебя. Лапка. У него лапка заболела. Всё, давай, может, я с камерой... Спасибо большое. Давай я с камерой, может, наверх? Так тогда? я же буду, наоборот, музей показывать. Ну, давай, а после музея мы поднимемся наверх. Хорошо? Я вообще теперь не знаю, как быть. Езжай ты с камерой. Давай тогда я быстро. тогда подожду тебя Подожди внизу. нас здесь. Ты пойдешь наверх, Максим? Нет? А, ну все, тогда... Ладно. На смотровой площадке достаточно сильный ветер сегодня. 24 метра высота. Вот он, Зеленоградск, леса. Там немножко дальше видна Куршская коса, это заповедник. Вдоль моря. Вот церковь, дом ангелов. И море. Балтийское море. Ну так вот, если смотреть, в принципе, высоковато. Ах, ветерок. Пойдем. Да, спасибо большое. Вот здесь тоже кошечки есть. Да. Вот теперь музей можно посмотреть сам по себе. Вот такая вот коллекция здесь. Кошек, статуэток, игрушек, различных механизмов и всего-всего-всего. Очень много всяких статуэточек. И экспонатов, конечно, здесь тысячи. Из дерева, из кожи, из металла, картины. Вот чего только нет, реально, очень много. Уважаемые гости, пропустите лифт, пожалуйста, свидетельство. Спасибо. А вы остались под альбом котиков? Футболочки.
Вот из янтаря. Тут вот так вот выглядит все сверху. Вы спускаетесь? Я пока покажу. Пойдемте дальше. И вот здесь мы теперь на самой верхней полке. А нет, там еще есть выше, да? Там гораздо выше. Ну, только на третьем этаже вроде. Угу. Здание 24 метра. Высокая. Тут вот всякие фотографии, рисунки, поделки. Много всего тоже. Домики кукольные с кошками. Всякие талисманы с кошками. И очень маленькие в том числе. Японские, китайские, корейские. Коты с водкой. Коты с водкой, сказал мой сын, которому больше всего это примечательно было. Много кошек, много. Тысячи кошек и котов. Так интересно. Тут с Хэллоуином связано. Славянские приметы о кошках. На черную кошку можно выменять нечистые силы, шапку-невидимку и неразменный рубль. Кто спит с кошкой, у того лягушки в голове заведутся. Кто кошек любит, будет жену любить. На чих кошки говори ей, будь здорова, зубы болеть не будут. Тут шитые прям игрушки. У меня бабушка такие шьет тоже, подобные игрушечки. Но тут металлический кот. Кот, выполненный из подков. Уникальный экспонат написано. Кот из старых ложек. Кот с рыбками. Выполнен из ненужных старых ложек. Здорово? Здорово. Там где-то музыку кто-то включил, музыкальную игрушку. Шапочки, значки, подушечки. Вот так вот все выглядит. Самый старый экспонат 1953 года, раритет, главный Здорово. раритет коллекции. Самый старый кот советского периода. Где? Вот. На тарелочке. Да? На тарелочке же? Да. Резиновые. Вот тут картины все с котами. Все расписано так здорово. Так. В еврейском фольклоре сказано, что кошки появились потому, что Ной боялся, что крысы съедят все продовольствие в ковчеге. Он взмолился Богу о помощи. Бог заставил льва чихнуть, и появилась кошка. Вот так. Это, оказывается, львиный чих
кошка. Здорово. Идем дальше. Здесь поделки из стекла. Мы после музея кошек, мы его посетили благополучно, все, и пошли в музей сов. Для чего? Для того, чтобы посмотреть, как тренируются птицы сегодня. Мы вчера приметили сову Верону. Я забыла, как у нее правильно называется разновидность. Для меня это все сова. И как сказали, что она в 4 часа будет тренироваться в полетах. Поэтому мы решили прийти посмотреть на эту тренировку к 4 часам. Вот сейчас идем, уже подходим, открываем дверку, сынок. Почему бы и не ты? Вот здесь сейчас я тебе покажу живую сову. Вот она. Подходить к ней нельзя, трогать ручками нельзя, но можно... Мы сейчас все оплатим, не переживайте. Мы вчера здесь были, договорились, что в 4... Мы знаем, что это платно, но мы же сейчас оплатим. Я просто предупреждаю. Да, в 4 часа здесь будет... Да, и мы пришли посмотреть. Привет. Такая сегодня грустная. Не кричит. Вот, Максим, видишь, это ее история. Ее зовут Герта, это сипуха. Вот тут вот табличка. И она родилась в феврале 2019 года. Ей годик. Да, ей годик. Она была в питомнике Подмосковья. Вот, питается, видишь, написано мелкими грызунами, но может поймать и съесть мелких птиц, рептилий, даже летучих мышей. Она как раз на тебя решила посмотреть. Вот. Когда я была всего 8 дней от роду, меня взяли на воспитание люди, поэтому я очень ручная. Люблю общаться, разговаривать, умею петь прикольные песенки. Тебя снимают, про тебя говорят. Ты Герта. Герта. Про тебя говорят. Она такая, кто все эти люди? Но она поняла, что про нее идет речь. Герта, про тебя? Про тебя говорят. Говорят про тебя. И вот здесь много экспонатов, сынок. Посмотри, здесь есть даже скелет. Он не настоящий, он пластмассовый. Понятно. Тут пропорции лап не соблюдены. Нет, соблюдены. Не знаю. У Герты у нее лапы меньше. Нет, совы же разные бывают. Вот она сипуха, а, допустим, сейчас вот, если пройти туда, пойдем, я тебе покажу.
Там ведь есть другие совы. Пойдем. Здесь... Да, пойдем. Вот здесь есть специальные клеточки, и там живут совы. И сейчас будет полет, но вот мы вчера общались. Нет, пока закрыто. Ну вот смотри, я тебе просто здесь покажу. Посмотри, вот это ворон, его зовут Шаршарыч. И к нему очень, сказали, сложно, ну нельзя подходить, он немножечко не ручной. А вот Верона, это вот эта сова, которая сегодня будет летать. Вот. А дальше там, как же он называется? Какой-то маленький полуорлик. Видишь, Верона уже крякает потихонечку, гукает. Потому что она знает, что скоро ей летать. Да, Веронушка? Вот там тоже сидят совы, видишь? Маленькие. Да, я вижу. А вот тут вот есть полярная сова, смотри. Вот, это мальчик. И... Да, мы хотели посмотреть на полет Вероны. Да. Вот, полинарий, смотри. Мы вчера с ним познакомились. Здравствуй. Здравствуй. У него что-то, наверное, глазик. Потому что он щурит именно один глазик. Но он прикольный, мне он очень нравится. А еще вот тут, смотри, изображает мебель. Еще одна сипуха, ее зовут Лера. Я вчера думала, что она вообще не настоящая. Я прошла мимо, думая, что это чучело совы или какое-то ее там изображение. Потом меня Вова так толкает, смотри, она говорит, шевелится. Ну вот ей получается побольше. Ей 1,5 годика. Она, видишь, мая 18-го родилась. Написано, что она спокойная. Это наклейка, что я могу снимать видео. Спокойная, тихая, миролюбивая. Привет! Привет, спокойная сова. Здравствуй. Привет. По-моему, она спать хочет. Полинарий. Что у тебя с глазом? А вот там, смотри, есть орел. Он называется Орлан Белохвост Петрович. Вот. Смотри, он такой, сказали, что берет даже у тех, кто здесь с ним обращается, из рук еду берет аккуратно. Но его спасли, из него хотели делать чучело. А сейчас, смотри, вот он еще даже какой веселый мальчик. Петрович. А могли сделать не настоящего Петровича. Да, Петрович? Он смотрит на тебя. Видишь? А вот смотри, тут такие. Я думал, не ясно. Нет, это орлан. Орлы еще больше. Смотри, какие прикольные. Чуни. Они нахохлились, сидят им. Ну, прохладненько сегодня. А вот здесь, смотри, если с той стороны подойти, вот. Там есть 2 глаза. Пойдем. Вот смотри, Шаршарыч. Они привязаны. Вот Верона. Она ждет, когда ее выпустят. Она уже говорит, упу. Я, говорит, летать пошла уже. Вы что? Да, точно, голова ворочается у нее на 180. Мне кажется, на все 360. Дорлик. Да, вот тут тоже вот такой хороший. Такой хороший. Рогдан. Или Рогдан. Или Рогдан. Не знаю уж, как он. Он пытается взлететь. Такой вот он прям, смотри. Не, он Кто пытался... здесь? Ну да, у него крылышки. Конечно, ему хочется полетать, а он привязанный. А если его отпустить, он может себе навредить. Поэтому лучше уж его держать вот так. Видишь? Потом трюки показывают вам. Да. Туда-сюда, ему весело. Привет.
Ты хорошо видишь, да? У тебя зоркий глаз, видно. А еще тебе прохладно, по-моему. Они мышек видят с высоты километра. Да, у них очень хорошее зрение, говорят. Вот у подорликов, у орланов, у орлов очень хорошее зрение. Да? Его спасли после этого неудачного взлета. Ну, выпуска. Угу. В мае 2019 года на Курской косе. Получается, птенчика, да, спасли-то? Птенчиком его спасли, да, получается? Нет, ему 6 лет. А, 6 лет? А почему тогда после неудачного выпуска? Отпуск. Подготавливают птиц, редких в основном, выпуску в дикую природу с ними. А, и он не смог. Да, что-то пошло не так, пришлось его вытащить. Ясно. Она ждет, вот явно у нее. Она вчера вела вообще себя по-другому. У нее было, мы в другое время приходили. Спокойствие полное. Она вчера так сделала угу. А сегодня она понимает, что все, сейчас я полечу уже. Время 6 минут осталось, я полечу. Она уже всех выглядывает, кто сейчас ко мне подойдет. А этот, смотри, он ветки таскает ведь. Ворон домики строить. Но если ему натаскать, он, наверное, построит. Если ему дать эту возможность. Да. Он уже пытается строить. Они любят блестящее. Все. Ну, он ворон, он не ворона же. Это, Там же вроде разное. знаешь, как отмычку делают из веточки. Ага. Ну, у него хитрое лицо. Такое. Ну, видишь, как я говорил днем, то, что нельзя вот так делать. Видишь, когти. Ну, коготки-то, конечно, хорошие. Да, кря-кря, ты говоришь сегодня. Совсем не то ты хочешь сказать, как вчера, да? Она даже на нас не смотрит. Она смотрит, она ищет того, кто придет ее выпускать. Видимо, это специальный человек, она его знает. А вы летаете? А этих выпускают тоже летать? Нет. Нет? Они сами с собой занимаются. То есть им этого вольера хватает, в принципе. Ясно. Вы им даете живых мышей? Нет. А кого? А, мертвых. Ясно. Я думала, такая сейчас, ну, наверное, ящерица. Нет, мертвых мышей. То есть, а почему не живых? Ну, поохотились бы. Не надо. Ну, за здоровьем живой мыши проследить гораздо сложнее, чем за здоровьем. Понятно. Поэтому Все, поняла, чтобы они были точно нормальные, эти мыши. Чтобы птичка не отравилась ничем. Да не бойся. Да мы с тобой просто поговорим немножко. Пообщаемся, пока ждем. Тебе же тоже хочется поснимать? Да. Ну тебе же нужно внимание. Когти у него не такие, как у совы острые. У него, поверь мне, довольно острые и когти, и клюв. Ну, сейчас они, по-моему... Он кошку на 2 счета раздерет, мне кажется. Легко. У него специальные такие крюкообразные когти. Угу. Именно для растирания добычи. Да. Вообще живая природа все приспособила для того, чтобы выживать. И если ему нужно поймать кого-то и съесть, он поймает и съест. У него все приспособления для этого есть. У нас другое немножко приспособление. У нас руки. Ну да, ноги, руки, голова. Чтобы изготовить себе оружие. Такой прикольный. Он немножечко в напряжении сейчас из-за того, что мы его снимаем. У Полинарии определенно свой щурит глаз. Кто тебя подбил-то? Какой войне? Да, это он сам видно. Он, наверное, летал сегодня. Да? Ты уже летал?
Ну, тоже для кого-то, видишь, приготовленное кольцо и сидушечка. Это маска такая. Зачем? Не знаю. Ну, не надо, потому что если каждый будет трогать птицу, то боится. Она людей не боится, она к людям относится достаточно спокойно, потому что она воспитана с 8-дневного возраста людьми, и она людей воспринимает как сородичей. Ну, просто понятно, что к нашим рукам она привыкла, а чужие. Да ее затрогают просто. Да. Тысячи людей. У нее должность. Она пошла на день рождения радовать деток. Да? Ну, у нее это работа. Она на ставке. Так интересно. Значит, здесь, да, пускают Здесь тренировку? Да, тренировочный полет птиц, сейчас будет продатыми ясыть летать. Да. У нас тренировочные полеты каждый час. Начиная с часу дня. Час, 2, 3, 4, 5, полпятого еще тоже. Угу. У нас через неделю, 22 февраля, будет философский вечер. Это в 6 вечера для взрослых, там, детей старше 12 лет. Мы организуем мероприятие. Здесь устраивают столы, зажигают камин, чай, печенье, и сокольники проводят вечер в формате тренировочных полетов нескольких птиц и рассказ про птиц. Интересно. Сколько такой вход? Это стоит 450 рублей, и мы делали на Новый год, ну, на новогодние праздники. Ушло на ура, и люди, многие, которые не попали, попросили нас сделать Повтор. еще раз. Да, и на новогодние мы делали, получается, 3 раза. Здорово. Ну, в принципе, логично, потому что ну, интересно же узнать вот про птиц. Не везде же эту информацию. Да, то есть это действительно вот, Знаешь. именно будут еще рассказывать про птиц, которые живут в Калининградской именно области, про наших. Угу. Уже пора, сейчас все будет. А, вот она. Пойдем. Пошлите. А вот для нее и приготовили, Максим, этот насест. Можно я вас всех приглашу сюда посмотреть, расскажу, что будет происходить? Собственно, сейчас будут происходить полеты нашей бородатые Вероны. Я вас попрошу эмоции свои как бы, ну, немного воздействия проявлять, потому что она может испугаться и не создавать хаотичных движений во время полета. То есть здесь будет отвлекать, и у нас ничего не получится. Вот так. Давайте мы это начнем. Спасибо. Верона. Она такая пушистенькая. Верона. Пойдем. Верона. Верона. Так, теперь я могу вас попросить немного вот туда вот сдвинуться, и мне нужно 2 добровольца. И еще А можно я? Можно. Только камеру убираем. Да. Вы так напротив друг друга вставайте. Может, поближе.
Верона? Верона? Спасибо. Кто-то еще хочет? Ты хочешь? Максюш, иди. Так здорово, она прямо по мне пролетела. Верон, пойдем? Давай. Что, еще кто-нибудь? Иди, да иди. Идите вы двое друг к другу наклонитесь. Она прямо вот тут вот меня вот здесь пролетела. Так было здорово. Верона? Пойдем? Пойдемте сюда, детки, ко мне. Не бойтесь. Давай с мамочкой, пойдем. Пойдем. Пошлите, боится. Пойдем. Стесняются. Верона? Пойдем? Кушает. Она кушает. Верона? Верона? Я тут. Пойдем? Давай. Верона? Верона. Пойдем. Давай. Верона. Мне кажется, ей шумно, наверное, стало. Отвлекает, да? Шумно стало, наверное. Верона. Верона. Мама, давайте тогда на этом закончим. Надеюсь, вам всем понравилось. Да, Спасибо. 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 И самая, наверное, главная награда для нашей начинающей артистки – это ваши аплодисменты. Мясо было сегодня, это была крыса и гриб. Слово, да? Да, если вам понравился вот формат тренировочных полетов, хочу вам сказать, что 22 февраля, в следующую субботу, у нас в 6 вечера философский вечер. То есть сокольники будут рассказывать про птиц, птицы будут в юрте летать, здесь будут стоять столы, чай, печенье, будет гореть камин. То есть это мероприятие стоит 450 рублей. Вы можете заранее купить билеты и придете в следующую субботу в 6 часов вечера. Вот такого формата будет у нас мероприятие. Ну и, собственно, теперь, если кто-то хочет в полярную зону, можно пойти. Спасибо. Спасибо вам всем. Ну вот, мы сходили. Ты пойдешь еще в вольерную зону? Я уже не пойду. Да нет, дело даже не в холоде, а в том, что мы уже всех поснимали, когда нас... На 23. Шикуем билет на 23. На 22-е. Ну, там можно потом, наверное, купить. Нам нужно все равно сначала спланировать
наши поездки. 21-го Махашиваратри. Да, тем более. Ну, посмотрим, подумаем. Ну, все, ребят. Всем спасибо. И до новых встреч. Так, мы еще решили зайти в храм апостола Андрея Первозванного. Надеюсь, что он еще работает. Очень хотелось бы посетить этот храм. Тут есть церковная лавка и само храмовое помещение. Так все обустроено. Так, здесь воскресная школа. А это кто? Гномик? А, красивый. Там вот колокольня. Смотрите, какая колоколенка. Так, а как же зайти в храм? Здесь что? Здесь, наверное, есть лавка. Так, как тут красиво. А вот лавка. Да. Ух ты, старенький. Красиво. Серафим Саровский. Фотографии с разных служб, точки. Особенно, знаешь, что когда что-то Галочка. В общем-то, конечно, прекрасно. Мне очень понравилось здесь. Очень старенький храм этот. Прям очень. Колоколенка. Так, хочу все снять. Вот как он выглядит издалека. Красиво. Вот очень-очень старенький. Так тихо, так хорошо в храме.
Здесь крещенская святая вода. Можно из краников наливать. Благодатно, конечно. Тут у них садик раскинут, скворечничек. Великолепно. Ну, надеюсь, что вам понравилось. Теперь уж точно хочу идти отдыхать. Всем пока. Музыкант завелся тут у нас.